Друзья, всем здравствуйте! Это карта дня на 19 января 2021 года. Давайте посмотрим, какой будет день. Эта карта дня у нас общая для всех. Это карта для овнов, для тельцов, близнецов, раков. Так, это карта для львов, для девы, весов, скорпионов, стрельцов, козерогов, водолеев, рыб. Итак, у нас туз бубновый выпадает как карта дня. Очень хороший день. Это, знаете, такое вот начало какого-то хорошего периода, такой светлой полосы. Вот по тузу всегда происходит что-то новое, что-то неожиданное, да. Иногда, знаете, даже вот можно назвать то, что происходит в такие дни, вот по тузу бубновому, как чудо какое-то, да, ну, может быть, это не то, что прям в прямом смысле чудо, а то, что мы не ждали, или на что вообще не надеялись, или надеялись, но не верили, да, и вот, может быть, допустим, болезнь какая-то проходит, может быть, вот решается какой-то вопрос денежный, особенно вот с деньгами и со здоровьем здесь перемены большие. Также, может быть, просто как-то поворачивается жизнь в положительную сторону, да, или встреча какая-то происходит очень такая хорошая, повлияет очень сильно, очень благотворно на нашу жизнь, да. Также это карта хорошей погоды, улучшения погоды. Возможно, здесь решается какой-то важный вопрос, если, допустим, у вас были кредиты, долги или еще что-то такое, вот какие-то подвижки тут могут, потому что вот в денежных вопросах тоже здесь улучшение какое-то. Хорошее время для того, чтобы как-то показать свои таланты, способности, показать себя в каком-то деле, да, чтобы нас заметили. Если вы ищете работу, то прекрасно здесь обращаться как раз вот в разные места. И даже вот чем выше цель вы ставите, тем лучше, тем больше возможностей. Что еще может быть? Для любви тоже очень хорошая карта, если особенно нужно помириться или прояснить какой-то вопрос, о чем-то договориться. Для овнов выпадает шестерка бубновая. У вас, уважаемые овны, какие-то новые возможности приходят в вашу жизнь, и это не просто возможности, допустим, какие-то временные, да, это то, благодаря чему вообще вот меняется ваша жизнь. Это что-то связанное с деятельностью, это что-то связанное с любимыми людьми. Также это может быть решение о какой-то поездке, переезде. Может быть, придется по этой карте решать какие-то важные вопросы, но несмотря на то, что даже какие-то сложности, да, может быть, непредвиденные ситуации, вот все здесь заканчивается очень хорошо и счастливо. Также по этой карте хорошо обращаться к какому-то мастеру, какому-то консультанту, да, или хорошо по этой карте сдавать экзамены, да, обращаться к какому-то преподавателю, может быть, общение просто с преподавателем тоже очень хорошее будет, результат хороший, да, экзамен будет сдан хорошо. Также можно искать работу, подработку, можно находить, в общем, такое направление в образовании, которое вам вот очень нужно сейчас. Хорошее время для того, чтобы решить вопрос с недвижимостью, да, но здесь еще не получается какая-то там сделка или продажа, но просто какая-то идея может прийти хорошая, вот которая вот вас продвинет как-то, выручит, да, или вы на будущее как-то зарядит, надежду какую-то даст. Следующая карта для тельцов – это туз трефовый. У вас, уважаемые тельцы, будут какие-то подарки сегодня. Скорее всего, или какая-то сделка, или какая-то договоренность. В общем, сегодня какие-то совместные, любые совместные дела, они приносят прибыль, они приносят радость.
Также это хорошая карта брать на себя обязательства какие-то новые, допустим, на новую работу выходить или там с новым человеком с каким-то начать встречаться, на новое место переехать или еще что-то в этом роде, да, вот когда у нас что-то меняется и меняется надолго. А также хорошая карта для того, чтобы с кем-то, ну, допустим, объединиться, да, привыкли вы действовать в одиночестве, в одиночку, и, может быть, не всегда это давало хорошие результаты, а вот сейчас, допустим, вам шанс даст жизнь партнера какого-то найти, либо по браку, да, для жизни, либо по работе, вот может быть какая-то помощь. А следующая карта для близнецов, шестерка пиковая. У вас, уважаемые близнецы, сегодня какое-то посещение какого-то важного учреждения или какого-то начальства или какого-то человека важного, да, может быть, при власти этот человек, который вот вы встречу с этим человеком, скорее всего, ждете и большое значение ей придаете. Может быть, здесь какие-то бумаги оформляете, может быть, решаете какие-то судебные вопросы, административные вопросы, налоговые, да, может быть, бумаги какие-то оформляете или еще что-то такое. Вот любые какие-то важные дела у вас. Также не бойтесь обращаться за помощью в любые какие-то силовые структуры, да, если это нужно. Хорошая карта для того, чтобы встречать человека вот на своем пути какого-то сильного, да, человека, способного там постоять за вас, защитить и так далее, и так далее. А следующая карта для раков, десятка червовая. У вас, уважаемые раки, сегодня будет день, посвящен чувствам, друзьям, семье, любимым людям. У вас будет возможность сегодня порадовать своих близких, позаботиться о них, а может быть вместе куда-то пойти, допустим, какое-то мероприятие, которое вот обоим, ну, как бы всем радость принесет, да. Также здесь может быть ситуация, когда нужно будет обратиться за помощью к друзьям или к семье, да, вот они вас поддержат здесь, они вам помогут. Также может быть покупки какие-то, но здесь покупки не настолько полезные, насколько просто красивые и приятные. Так. Ну и, в принципе, хорошее время для вот какой-то романтики, да, для свиданий и так далее. А следующая карта для львов, десятка трифовая, выпадает вам, уважаемые львы. У вас день связан со здоровьем и с деньгами в основном. То есть, либо вы решаете вопросы со здоровьем, кстати, очень успешно, да, вот может быть выздоравливаете, находится какое-то средства для того, чтобы выздороветь, или находите какую-то нужную диету, хорошего врача, в общем, со здоровьем тут какая-то хорошая штука происходит, да, и с деньгами. Это карта больших денег, либо больших сделок, когда деньги в кошелек приходят, или, может быть, если вы, допустим, своим делом занимаетесь, то вот у вас именно в обороте появляется какая-то большая сумма денег, средства приходят нужные, да, клиенты, там, люди и так далее. Все, что вот касается каких-то финансов именно крупных, да, не то, что вот мелкие какие-то привычные, это сумма выше привычной. Также может быть и подарки, либо вот финансовые особенно, да, допустим, от членов семьи старших или от партнеров по браку, или еще какие-то такие крупные выплаты, допустим, от государства, может быть. Следующая карта для девы, валет трифовый у вас выпадает, уважаемые девы. У вас будет очень много работы, может быть, даже тяжелой физической работы сегодня будет. Скорее всего, вот усталость даже такая будет. А может быть, если говорить о каких-то тяжелых состояниях, может быть, когда вы с кем-то в ссоре, когда вы не очень хорошо себя чувствуете, да, или когда нет работы, вот эти тяжелые кризисные состояния, они сегодня как раз могут решиться. Вот смотрите, у нас карта дня как раз показывает, что происходит что-то важное, вот настолько удивительное для вас, что вы вообще не ожидали. Действительно, очень такое большое улучшение.
на которое вы даже не надеялись, может быть, уже свыклись со своим положением, да, и думали, что всегда так будет. А вот сегодня есть возможность это все поменять. А следующая карта для весов. У вас выпадает валет трефовый, валет бубновый. У вас, уважаемые весы, сегодня будет какое-то происшествие неожиданное или, знаете, какой-то человек вас очень удивит, может быть, допустим, с кем-то можете конфликтовать, или просто человек вот как-то себя поведет так, что вы просто не будете знать, как реагировать, да, и как с ним дальше общаться. Или, может быть, кто-то в ваше личное пространство вторгается, нарушает ваши границы. И вот сегодня придется принимать какое-то решение, придется, может быть, кому-то отказать, или придется кому-то сказать не очень приятные слова, да, вот придется отстаивать, возможно, себя, свои границы. И вот также эта карта предупреждает о том, что нужно быть осторожней с острыми, горячими предметами, тяжелыми предметами, да, вот может быть такой травмоопасный день. И если, допустим, скорость большая какая-то или просто неосторожность там на дороге, да, будьте осторожны, потому что эта карта, с одной стороны, она очень активная и дает возможность получить какой-то результат, да, если вот мы уже вкладываемся довольно-таки долго. С другой стороны, она вот может быть такой немного резкой, да, когда мы ну, что-то не учтем, да, на что-то не обратим внимания. Ну и, конечно, сегодня нужно быть такими твердыми, никому не давать себя в обиду и желательно заканчивать какие-то важные вещи. Вот очень хороший день для того, чтобы массу дел сделать. Прям вот будет много сил, много энергии на это. Дама червовая выпадает скорпионом. У вас, уважаемые скорпионы, какие-то перемены в доме, улучшение ситуации, помирились, договорились, может быть, с кем-то познакомились, да, вот именно на личную жизнь влияние. Может быть, кто-то в гости к вам пришел, приехал, или вы сами куда-то в гости приехали, новости какие-то неожиданные. В общем, может быть, решается вопрос с местом жительства, с приобретением недвижимости или с переездом, с поездкой какой-то. Ну, очень все здесь благополучно. Следующая карта для стрельцов — семерка трефовая. У вас, уважаемые стрельцы, сегодня такой, знаете, день, когда вы вот именно в коллективе, да, с другими людьми действуете. То есть от вас сегодня, конечно, зависит результат, но не все от вас зависит, потому что вот то, что вы делаете сегодня, да, это как бы многих людей задача, и поэтому может быть сложно, потому что один хочет работать, другой не хочет, тормозит и так далее. Вот может быть из-за этого вот трудности, сложности. Сложно договориться, сложно, может быть, понять другого человека, могут быть ошибки какие-то в документах, в действиях каких-то. Может быть, кто-то что-то там разбил, разрушил, да, испортил. И вот какие-то такие могут быть ситуации, особенно в работе. Если же, допустим, вы такой трудоголик, да, то вот у вас может быть весь день быть такой в работе, и вы совершенно не отдохнете. То есть вот у вас получится так, что весь день работа, и вы пришли домой, сразу уснули, и все, больше ничего не видели, да. То есть вот нужно, вот как рекомендация по этой карте, все-таки уделять внимание себе, как бы там ни было, нужно работать, выполнять какие-то задания, да, нужно все-таки и на себя обращать внимание, доставлять себе какие-то приятные моменты, что-то хорошее для себя делать, заботиться о себе, может быть, не поддаваться на какие-то провокации от других людей, на какое-то деструктивное поведение. В общем, берегите себя, сохраняйте свои границы и не старайтесь вот слишком уж перерабатывать. Кстати, по этой карте может быть зарплата, да, вот то, что вы заработали, вы можете получить. А также у нас семерка трефовая, это еще и неожиданные перемены и какие-то сложности с начальством тоже, с руководством могут быть. Так, следующая карта для козерогов — дама пиковая. У вас, уважаемые козероги, день очень такой приятный, да,
комфортно будет вам сегодня, будет, знаете, такой подъем в эмоциях, какое-то желание может исполниться. Это не просто вот какая-то потребность, допустим, как, допустим, было что-то плохое, да, и вот сейчас оно улучшается. Нет, у вас не так. У вас просто на фоне хорошего, да, еще и исполняется какое-то ваше желание давнее. Это может касаться личной жизни, кстати. Это может касаться денег, это может касаться каких-то покупок. В общем, что-то приятное такое у вас может происходить. Также эта карта, знаете, вот общего благополучия, общего вот такого состояния какого-то счастья, радости, удовлетворения, общения с приятными людьми, хороших новостей и так далее. Следующая карта для водолеев, восьмерка трефовая. У вас, уважаемые водолеи, сегодня какие-то амбиции непомерные и, скорее всего, то, что вы задумали сегодня, это слишком много или слишком труднодостижимо, да, вот подумайте, может быть, нужно сбавить сегодня обороты, да, может быть, нужно уменьшить количество дел или как-то понизить планку немного для себя, потому что ну, вы прям очень многого от себя здесь хотите. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть какая-то помощь от влиятельного лица, причем очень серьезная помощь. Какой-то важный вопрос может вам человек помочь решить. Это может касаться и юридических каких-то дел, и государственных каких-то учреждений, да, каких-то бумаг, справок и так далее. А может быть, знаете, вот эта карта еще говорит о том, что нужно принять ситуацию, может быть, нужно подождать какое-то время, довериться, допустим, специалистам, да, или довериться, может быть, в судьбе, отдать вот какую-то сложную ситуацию вот как бы на волю жизни, да, чтобы она вот как можно лучшим образом как-то решилась. А следующая карта для рыб, семерка бубновая, выпадает. У вас, уважаемые рыбы, очень хороший день для того, чтобы общаться, очень много разговоров, может быть, телефонных звонков, встреч, переговоров, да, особенно вот если вы работаете с людьми, да, это очень удачный день как раз для вот общения, для коммуникаций, для поездок каких-то, оформления бумаг и так далее. Если же у вас какой-то важный день, там, сделка, переговоры, вы можете прям заключить сделку и даже деньги вот можете получить или оплатить уже, в общем, все здесь происходит очень удачно. Если ищете какой-то вариант покупки, да, то найдете гораздо дешевле, чем предполагали. То есть какая-то выгода будет у вас финансовая сегодня получена благодаря вот информации, благодаря людям, которые вокруг вас, и благодаря вашим связям. Давайте посмотрим результат этого дня. Что будет в конце дня? Дама трефовая. Это карта непредсказуемости, да, это, знаете, когда ждем одного, а получаем совсем другое, или вообще даже ничего не ждем, а получаем какие-то удивительные события, какие-то, знаете, что-то такое непредсказуемое, да, как-то себя человек повел не так, встретили человека какого-то нового, совершенно удивительного, благодаря которому жизнь меняется, какие-то новые возможности открываются, какие-то деньги могут приходить, в общем, совет какой-то мудрый можете получить, в общем, что-то такое очень важное для вас, но совершенно неожиданное происходит вот именно в конце дня. Также карта говорит о том, что, может быть, вы вот на фоне этой неожиданности поведете себя как-то агрессивно, да, можете, допустим, что-то грубое сказать или как-то не принять ситуацию, которая приходит. Вот даже то, что на благо, нам всегда трудно принять, когда оно неожиданно происходит. Вот поэтому вот держите себя в руках. Да, вы можете выражать свои чувства, но старайтесь это сделать так, чтобы это было безопасно для других людей. Вот, и еще сегодня не стоит говорить неправду, да, вот от этого многое зависит сегодня. Друзья, всем желаю замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Пишите, как у вас проигрывается день. Всего вам доброго, до свидания.